Приветствую всех, кто открыл это видео. В этом видео пойдет речь о фосфатировании металла как о способе защиты от коррозии. Меня давно не покидает мысль о том, чтобы провести фосфатирование чугунных суппортов на своем мобиле. Задумался я об этом уже давно. Можно было бы, конечно, покрасить, просто взять краской, сначала, естественно, очистить от ржавчины механическим способом или же химическим в кислоте, например, той же лимонной, как делают многие. Но я захотел немного пойти дальше, то есть меня просто покраска суппорта не устраивает. Я хочу его зафосфатировать. Естественно, потом надо будет все это дело прокалить. У меня есть плитка, фен строительный. Буду все делать в первый раз, поэтому какой результат получится, я не знаю. Естественно, я буду покрывать суппорта термостойкой краской. Перед этим, естественно, грунт будет. И потом наверх лак. Информация по фосфатированию металлов была взята из книги Хаин ИИ 1973 года. Рассказано множество вариантов фосфатирования металла. Ускоренное, холодное фосфатирование, горячее фосфатирование. Какие вообще металлы поддаются фосфатированию. В двух словах скажу так: поддаются успешно фосфатированию сталь, железо и чугун. И меня в первую очередь, естественно, интересовало фосфатирование именно этих металлов, потому что они есть на автомобиле. Еще добавлю то, что фосфатный слой способен выдерживать температуру до 300 градусов. То есть как раз таки на суппорте, я считаю, это стоит применить, попробовать. Напомню, что я раньше не пробовал и не знаю, что получится, какой будет результат. И, естественно, фосфатный слой в сочетании с грунтом и поверх краской, еще и лак наверх, должен, по идее, обеспечить надежную защиту от коррозии. Если я забуду поделиться какой-либо важной информацией, то я информацию с книги выведу в рамочки в виде текстовых сообщений. Так что следите за текстовыми сообщениями. Там будут непосредственно описаны важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, нам понадобится самоемкость для фосфатирования металла. Здесь будет замешиваться раствор. И здесь будет происходить фосфатирование деталей. Естественно, нам понадобится то, чем мы будем фосфатировать. Я решил выбрать соль Можев. Нам понадобится емкость, вот это вот, для травления металла в кислоте. И, естественно, нам понадобится еще одна емкость для того, чтобы остатки. Для нейтрализации лимонной кислоты нам понадобится сода кальцинированная и мыло хозяйственное. Концентрация будет такая: на 100 грамм лимонной кислоты 5 литров кипятка. Здесь я кипячу воду, потом добавляю сюда. В горячей воде реакция будет проходить гораздо быстрее. Естественно, сначала я суппорт очистил механическим способом. После дело доделает кислота лимонная. При фосфатировании суппортов нужно сделать как-то так, чтобы раствор не попал внутрь цилиндра. И для этого нам понадобится фум-лента и старая поршня. Фум-ленту наматываем на поршень. Она как раз должна выдерживать температуру около 100 градусов и также обеспечить герметичность соединения поршень-цилиндр. За кадром я подготовил уже поршня и болты. Для того, чтобы фосфатирование прошло как можно успешнее, нам нужно почистить внутреннюю часть емкости от грязи и налета. В этом нам поможет вот такая вот щетка строительного магазина. Далее в очищенную емкость наливаем воду.
Я для нагрева буду использовать электрическую плитку. Кто-то мог подумать, что можно нагреть 10 литров воды кипятильником на 1,5-2 киловатта. Но это делать крайне нежелательно. По той причине, что нахождение двух разных металлов в одной емкости для фосфатирования крайне нежелательно. Особенно медных или обмедненных. Согласно информации, прочитанной в книге, это повлияет на качество фосфатного слоя. Естественно, не в лучшую сторону, что в свою очередь отразится на слабой защите металла от коррозии. Возможно, еще кто-то мог подумать так: я нагрею воду кипятильником там, до 100 градусов, например, да, или до 97, а потом просто достану и положу в емкость для фосфатирования, например, те же суппорта. Но тут тоже есть один момент. Температура рабочего раствора должна составлять постоянно 97 градусов. А если вы достанете кипятильник и положите туда суппорта, естественно, температура быстро начнет падать. Поэтому, опять же, кипятильник отпадает, и надо что-то в виде, например, какой-то такой-то электрической плитки. Теперь, что касается щелочного раствора. Раствор щелочной будет находиться вот в этом тазу. Соотношение такое: мыло и сода по 5 грамм добавляется в литр воды. Напомню, что нам нужно отмерить 5 грамм кальцинированной соды на литр воды. Но так как я залил в таз 2 литра воды, нам надо, значит, 10 грамм кальцинированной соды. Обнуляем весы. А сейчас мы сюда добавим 10 грамм хозяйственного мыла. Нам нужно сделать так, чтобы получилась такая мелкая, скажем так, как стружка, для того, чтобы мыло как можно скорее растворилось в воде. Температура щелочного раствора должна быть около 20 градусов. А сейчас про концентрацию раствора для фосфатирования. Допустима такая концентрация, значит, от 30 до 100 грамм соли можжев на литр воды. После того, как вы засыпете соль в воду, температура раствора станет ниже. А это значит, что его нужно будет опять подогреть до рабочей температуры, то есть 95-97 градусов. И только после того, когда температура раствора станет рабочей, опускать в емкость суппорта. Далее план такой: после того, как лимонная кислота сделала свое дело, то есть она съела ржавчину, мы помещаем суппорт в щелочной раствор для гашения остатков лимонной кислоты на суппорте. После щелочного раствора мы еще должны это все дело обмыть обычной чистой воде, точно так же потерев суппорт щетками, для того, чтобы полностью удалились остатки щелочи на металле. Для того, чтобы фосфатирование металла прошло успешно, металл должен быть чистым и обезжиренным. Помимо вот этих всех емкостей с кислотой, щелочью и водой, нам понадобится что-то, чем мы будем измерять температуру. Я выбрал пирометр. У меня на этот пирометр на канале есть обзор, где все подробно рассказано и показано, что он может, какие у него функции. Чтобы фосфатирование прошло успешно при более низкой температуре, чем положено, нужно просто добавить больше соли. После добавления соли температура раствора как раз таки и понизилась на 5-10 градусов. Поэтому накрываем сейчас крышкой раствор и поднимаем температуру, опять же, хотя бы до той, которая была.
Еще такой вот момент. После того, когда вы выдержали суппорта в растворе до полного прекращения водорода, нужно подержать еще 15 минут в этом вот растворе. Это нужно для того, чтобы те кристаллы, которые образуются в фосфатном слое, лучше закрепились на металле и тем самым увеличили защиту от коррозии. Может получиться так, что после фосфатирования на металле будут остатки соли. Эту соль нужно смыть просто в холодной воде. Вот этот вот шлам надо смыть. В холодной обычной воде. А здесь, видите, шлам не попал. Посмотрите, какой вид классный. Что в итоге получилось? Какой же результат? Ну, суппорта, хочу сказать, зафосфатировались довольно-таки удовлетворительно. Что один, что второй. Что не сказать об элементах крепления подвески. Видите, вот этот вот налет, это и есть оседание шлама на металле. Это не ржавчина, это и есть шлам. Это получилось из-за того, что вот это вот крепление подвески, не знаю, как оно правильно называется, находилось очень низко к дну той емкости, в которой фосфатировал металл. И вот этот вот шлам, который был на дне, он как раз таки и осел на металле. Скажем так, этот результат, мягко говоря, никуда не годится. По-хорошему это нужно все переделать. Снять фосфатный слой можно или механическим путем, там с помощью щеток, да, или же опустив обратно в ту же самую лимонную кислоту, чтобы она разъела этот слой и тем самым она его снимет. А этот элемент зафосфатировался довольно-таки неплохо. Только на отдельных участках металла присутствует налет в виде шлама. Вот здесь есть небольшой налет в виде шлама. На вот этой вот стенке. Опять же, убирается этот шлам механическим путем. Допустим, именно вот в этот участок, да, нужно брать, или вот этот зачистить. И обратно опускаете фосфатирующий раствор. И этот участок зафосфатируется в следующий раз уже хорошо. Далее нам нужно прокалить фосфатный слой, повышая медленно температуру до 100 градусов и удерживая ее в течение 15 минут. После того, как я прокалил фосфатный слой, я нанес эпоксидный грунт. Согласно инструкции, написанной на баллоне, на эпоксидный грунт можно наносить краску спустя 20 минут. Красить буду с помощью высокотемпературной краски. Если верить производителю, она может выдержать до 400 градусов. Говорят, если покрасить суппорта в красный цвет, машина начинает ехать быстрее. Ну что же, проверим эту теорию. Далее нам нужно провести термозакалку краски. Согласно информации, написанной на баллоне, нам нужно нагреть краску до 250 градусов. Нагрев нужно производить ступенчато. Сначала поднимаем температуру до 100 градусов, выдерживаем 5-10 минут, потом ее доводим до 200 градусов, точно так же 5-10 минут выдерживаем на этой температуре, и потом при достижении 250 градусов держим ее еще не менее 30 минут. Так, значит, что тут еще? Покрытие начнет слегка дымиться. Это является нормой и свидетельствует о том, что идет процесс термозакалки. Если бы у меня был маленький электромоторчик, например, я не знаю, на 12 вольт там, от аккумулятора, да, или, ну, вообще какой-нибудь маленький электромоторчик, то можно было бы его запитать, закрепив где-нибудь здесь вот вверху, вот на этой металлической перекладине, запитать его, значит, от электричества, он бы включился, моторчик бы постоянно бы вращался, и постоянно бы вращал с собой вот этот вот медный провод.
Работа по фосфатированию и покраске суппортов подошла к завершению. Осталось все это дело обратно вернуть на машину, установить. Сначала пил нормально, потом хуже, сейчас даже 2 раз пробивала, потом 3. Может, он попал, действительно было. Бог их может сделать. За кадром я еще тут кое-что зафосфатировал, но я это оставлю все без нанесения грунта и каких-либо красок. Посмотрим, как долго хватит самого фосфатного слоя без дополнительной защиты. Вот ржавчина где-то уже появилась, а фосфатный слой сдерживает ржавчину дальше, не пускает. Я вот здесь шкрябал, и даже там, где были царапины, все равно ржавчины нет. А вот там, где не фосфатировался край, там ржавчина появилась. Это подтеки. Здесь очень хорошо зафосфатировалось. Ну, пока держит. Посмотрим, насколько его хватит. Здесь тоже я шкрябал. Ржавчины нету. Там, где не зафосфатирован металл, там ржавчина появилась. А там, где зафосфатирован, там нету ржавчины. Это не ржавчина, это подтек вот с этого места. В общем, посмотрим, пусть висят. Будем следить за результатами. В общем, если кто-то будет делать что-то подобное, напишите в комментариях, какой у вас получился результат. А лучше еще видео. Отправьте видео, там, если вы вдруг снимали, чтобы посмотреть визуально, что у вас получилось. Ну, если для вас это видео было полезным, вы знаете, что делать. Всем до новых встреч.